Величие народа, страны зыждется на величии своих предков. Великая Россия победила фашистскую Германию в 1945 году, и создавали эту победу все жители нашей многонациональной страны от Камчатки до Бреста, от Северного Ледовитого океана до Кушки. 4 года Великой Отечественной войны наши народы бились бок о бок, не разделяя себя на нации, народности. И 9 мая мы вспоминаем эти суровые годы у нас в Ингушетии сегодня. Здравствуйте, я Дмитрий Шаблинский. Сегодня мы хотели бы поговорить о победе Великой России в войне с фашистской Германией. И поэтому на эту нашу сегодняшнюю встречу я пригласил историков и, естественно, ветерана Великой Отечественной войны. Итак, декан юридического факультета, кандидат юридических наук Мавлат Гиреет-Загиев. Здравствуйте. Профессор, кандидат исторических наук Эльза Мужухоева. Ветеран Великой Отечественной войны Камбулат Гайсанов. Здравствуйте. И историк Тамара Яндиева. Здравствуйте. Господа, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам на передачу. И, собственно, этот праздник сегодня отмечают миллионы наших сограждан. И, вспоминая те великие годы, мне хотелось бы конкретизировать сегодняшний разговор о 1942 году, когда начиналась битва за Кавказ. И, собственно говоря, господа историки, я хотел бы спросить. Расскажите, пожалуйста, Мавлат Гирей, наверное, вопрос вам. Что происходило на Кавказе к 1942 году? Ну, я думаю, историки и очевидцы тех событий лучше знают меня. Я специалист по юриспруденции, поэтому я хочу сказать, что вот по тем сведениям, которые опубликованы, и тем, которые еще не опубликованы, еще очень много закрытых материалов, которые до сих пор не рассекречены. Я думаю, что вот здесь происходило то самое событие на земле современной Ингушетии, то самое событие, которое мы называем основным ударом по освоению или по захвату Кавказа со стороны фашистских захватчиков. Дело в том, что здесь и под Малгобеком шли ожесточенные бои, и эти бои были связаны прежде всего с недопущением фашистских захватчиков к грузинской нефти. И сам Малгобек тоже, кстати сказать, тоже был одним из промышленных районов или центров, где добывалась очень качественная нефть. И вот эти события, которые происходили здесь, они на самом деле показали сплоченность, искренность, патриотизм, высокий уровень патриотизма наших соотечественников в том числе. Представители практически всех народов Советского Союза проявили именно здесь, на нашей земле, подвиги мужества, преданности своему Отечеству. И мне кажется, что вот этот факт или многочисленные факты, которые тогда имели место, мы сегодня не должны забывать. Мы должны всегда помнить, что мы жили и будем жить в семье единых народов современной России. Я хочу сказать, что представители ингушского народа воевали не только здесь, на своей земле. Они защищали и вообще все просторы, так скажем, Советского Союза. Они воевали практически на всех фронтах. Примером тому является, например, мой дядя по матери, брат моей мамы, который воевал в Украине. И вот совсем недавно, в прошлом году, мне пришло известие из Центрального архива Министерства обороны о том, что он погиб и похоронен в братской могиле в Украине. Я занимался поиском его очень давно, еще в школьные годы, но вот только сейчас, видимо, рассекречены материалы, и вот место его захоронения я сейчас попытаюсь в ближайшее время установить. Подобных примеров очень много. Очень много безымянные герои становятся известными. И это очень важно. Мы должны на примере наших старшего поколения, тех, кто фронтовиков наших, и не только фронтовиков, но и ветеранов тыла тех времен, мы должны всегда воспитывать наше подрастающее поколение, наших молодых людей. И мне кажется, это будет способствовать
укреплению чувства патриотизма. Мы очень долго забыли это слово, не вспоминали его в 90-е, в нулевые годы. Сейчас мы уже в документах официальных появился этот термин. И сегодня мы должны вот на примере этих наших старших, наших ветеранов войны и тыла, мы должны воспитывать наше молодое поколение. И это будет способствовать, несомненно, способствовать укреплению благополучия России в целом. Спасибо большое. Но я как раз вот хотел обратиться к нашему ветерану. Камбулат, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, где вы воевали и за что такое большое количество наград на вашей груди сейчас? Я воевал добровольно, мы 18 человек, селение Базоркино. Вы из Базоркина призывались? Да. Угу. Мы пошли в военкомат в город Орджоникидзе и сказали, мы, молодежь, комсомольцы, должны воевать, а не мобилизоваться. Как это так? 240 лет тому назад в Ингушетии дали слово России быть, значит, честными и служить честно. И мы, значит, своих дедов и прадедов не должны, значит, позорить, и мы должны воевать, а не мобилизоваться. И мы, значит, 18 человек записались, нас сказали, вы молодые, вы, значит, будете сейчас служить в партизанский отряд, будете десант охранять в лесу от Алиюрта до Белоречки. Вот этот лес мы должны были охранять от десантов. Так, и если что спросят незнакомый, мы должны были говорить, что мы лесоруби пришли лес заготавливать. И вот таким образом мы там служили месяц. Потом... Простите, правильно я понимаю, что война для вас началась еще без формы, без обмундирования? Формы вы были просто нам бытовой не давали, гражданской. просто гражданскими были, вот так и должны были ходить. Потом с нашей дивизии, у нас 18 человек был, Тачиев Магомед, Гадаборшев Магомед, Таршхою Саюб, Гайсану Хамзат, Гайсану Камбулат. Я там еще 18 человек нас. Харсию да? Хаджибекаш, брат Харсиева Султана, он председателем соцсовета был у нас. Вот эти все ребята, из них я один остался инвалидом. Все, значит, погибли. Нас, значит, с партизанского отряда вызывали по 2 человека, самые горячие точки посылали, Сталинград и другие места. Ну, и все, значит, до сих пор погибли, и известий нету. А нас с Шалико, грузин был, с Шаликом направили в 1942 году, когда впервые начал наступление делать Гитлер на наш Кавказ и завоевать Малгобек, Грозный и Баку. Вот в этом месте нас, значит, поставили ни шагу назад, будете, значит, стоять, не пропускать немца. Мы так и простояли. Я, значит, в этой же войне между Суаобча поселок и Малгобеком, вот между ними был это, у нас это взвод. Ну и там, значит, впервые в самолетах бросали листовки. Вы, значит, ингуши хвалили нас и говорили, вот с этим листовком, кто сдастся в плен, будет большой привилегией, будете командовать над Кавказом. И мы эти листовки порвали, и никто не взял. Не было доверия этим листовкам? Да. Или просто патриотизм вот это 317-й дивизии, вот это, который был этот, это был весь Россия молодежь добровольная, из комсомольской путевки. И там только комсомольский в этой
дивизии, стрелковые дивизии, все были молодежь. От 14 до 16, до 17 лет. Комсостав только был 18-летний. И вот это весь дивизия, которую мы охраняли, вот этот промежуток, мы там стояли 3 дня бесперебойно. Ни евший, ни этот. Нас первый раз бомбили бомбежкой. Потом, после бомбежки, танки пошли, артиллерия бил. Все блиндажи, все окопы, все сравняли. Немец так это жестоко подошел, но мы, значит, все равно никто не сдавался, и, значит, сидели там. Я, значит, там 4 ранен. Руку и голову трепана черепа. Вот в таком образе мы, значит, простояли. А потом то есть защищали практически родные свои земли. Да. Достойный геройский поступок. Простите, уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в нашей сегодняшней беседе, сообщив нам о том, принимали ли участие ваши родственники в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Если да, пришлите, пожалуйста, смс с сообщением ИНК-ТВ-1 на короткий номер 4647. Если они были тружениками тыла, пришлите, пожалуйста, ИНК-ТВ-2 на короткий номер 4647. Нам важно ваше мнение. Тамара, вообще история знает много примеров геройства ингушского народа. Могли бы вы рассказать поподробнее о некоторых других событиях по всей Великой Отечественной войне, где ингуши проявляли себя геройски именно как ингуши, именно как нация? Если вы позволите, я бы хотела бы немножко вначале добавить к тому, то, что сказал Молдгарий Османович, о значении вот именно непосредственно на Молгобекской оборонительной операции, которая проходила в 1942-1943 году. Потом я попробую вам это буквально в нескольких словах. Просто я хочу сказать здесь, что действительно Молгобекская оборонительная операция являлась очень важным этапом, важной вехой вот, в ходе всей битвы за Кавказ. Это было решающей битвой. Здесь в 1942 году, в сентябре 1942 года, когда немцы вплотную подошли к Молгобеку, очень серьезно стоял вопрос захватить Молгобек, город Молгобек. Да. Сильнейшая армия СС «Викинг» под командованием генерала Клейста была поставлена задача захватить Молгобек в течение буквально недельного срока и приступить к эксплуатации молгобекской нефти. Вслед за армией Клейста шла трудовая армия, 5-я трудовая армия, которая должна была выполнить именно эти функции. И практически мы с вами знаем, что под Молгобеком состоялись очень жестокие бои. Молгобек несколько раз, по разным источникам, он от 6 до 9 раз переходил из рук в руки. Бои были тяжелейшие. В течение 3 месяцев бои очень тяжелые были. И тем не менее, в силу того, что силы были неравные, техника немецкая превосходила в 6-9 раз. Но, тем не менее, задача, которая стояла перед Красной армией, была настолько важна, и пропустить немцев дальше Молгобека было практически невозможно. И все силы были переброшены. Конечно, очень много людей погибло, защищая Молгобек. Очень много людей. Но, вы знаете, тут весомую помощь в Молгобекской оборонительной операции оказали еще жители района, Ачалукского района в то время и близлежащих сел, которые вот к Молгобеку. То есть эти жители, даже в своих воспоминаниях битвы за Кавказ, Гречка пишет, что таких оборонительных сооружений, как под Молгобеком, он не встречал на протяжении всего военного пути, которые проходили до 1942 года. Траншеи и противотанковые рвы доходили до 4 метров. Вот именно под Молгобеком. Там невозможно было проехать вообще даже танку. Вот это вот было. И копали их в основном это вручную, кирками, круглые сутки жители Ачалукского района. То есть я хочу сказать, на защиту Молгобека не только Красная армия поднялась, то есть все жители города Молгобека. Вот, как я сказала, в силу того, что неравные были соотношения на фронте, Молгобек пришлось, конечно, оставить на неопределенное время. Красная армия была вынуждена отойти в Терскую долину, туда вверх, и где-то в течение месяца
шли упорные такие, вот знаете, бои. Немцы, когда пришли в Малгобек, они убедились, что практически Малгобек был весь разрушен. Нефтяные скважины, наши рабочие, когда уходили с Малгобека, полностью все скважины взорвали. То есть затопили их, чтобы не было добычи нефти. Да. Нефть, да. Единственная одна такая добыча, нефтяная добыча такая, вы знаете, ну, может быть, она не совсем такая подпольная добыча была, оставалась там наверху 4-й совхоз, здесь вот там для того, чтобы обеспечить техникой Красную Армию. То есть бензином, горюче-смазочным материалом технику Красной Армии. И вот после того, как в течение месяца шли подготовительные бои, был Малгобек оставлен, и 3 января 1943 года контрнаступлением Красной Армии, конечно, освободила город Малгобек. И вот в отношении того, что вы спросили. Тамара, вы знаете, вот уж коль скоро мы заговорили о Малгобеке, хочется, так скажем, конкретизировать и рассказать, почему и зачем вообще нужен был Малгобек, почему бились за Грозный, почему была создана вторая линия обороны, вот Орджоникидзе, Грозный и Махачкала. Совершенно верно. Да, почему нельзя было пускать немцев туда? В планах гитлеровской Германии стояла, конечно, задача захватить Малгобек, Владикавказ, затем это Баку и дальше там были... Баку это конечно, нефть? Да, причем конечно. это вся нефть это Советского было Союза. Прежде всего. Потом дальше в планах гитлеровской Германии Ближний Восток был и так далее. Нефть была им столь необходима и нужна, потому что техники было у немцев очень много. И решающая сила, да, решающая сила немецкой армии была техника. Вы знаете, я здесь хочу еще остановиться на таком моменте. В энциклопедии 1977 года дается очень высокая оценка Малгобекской оборонительной операции, где проводится параллель с Сталинградской битвой. Даже так? Конечно, это однозначно. Дело в том, что я в прошлом году выступала в Волгограде на конференции, участвовала к 70-летию, посвященной Сталинградской битве, и мы там говорили об этом. Действительно, это так есть. В этой энциклопедии говорится, что благодаря Малгобекской оборонительной операции, благодаря тому, что вот эту сильнейшую армию «Викинг» под командованием Клейста не удалось перебросить под Сталинград, как планировалось немцами, они были в течение буквально месяца захватить Малгобек и перебросить эту дивизию под Сталинград необходимо было. Они вместо того, чтобы перебросить, им пришлось, наоборот, усилить позиции под Малгобеком, потому что бои были настолько неожиданно ожесточенными, что они не смогли этого сделать. И из-за того, что вот эту дивизию «Викинг» не смогли перебросить под Сталинград, считается, что одной из решающих таких моментов поражения под Сталинградом немцев оказалось вот этот вот фактор. И в этой энциклопедии так и говорится, благодаря тому, что в Малгобеке было оказано такое сильнейшее сопротивление, не удалось отстоять Сталинград. Истрепали, что называется. То есть мы сегодня можем говорить, что сильно такое влияние именно Малгобекской оборонительной операции было столь велико на Сталинград, точно так же, как и Сталинград оказал на победу под Малгобеком. То есть мы даже провели такую параллель, что мы можем быть городами-побратимыми. Сталинград, то есть сегодняшний Волгоград и Малгобек. Да. Причем мы можем говорить мы как ингуши. Конечно, конечно. Ну, в принципе, не только ингуши. Малгобек же защищали все народности, все народы, которые проживают. Это да. И сегодня эти традиции у нас остаются, эти связи, эти контакты с теми людьми, которые воевали под Малгобеком, сегодня остаются. И сегодня на праздновании наших Дня Победы к нам приезжает делегация из Баку. С Волгоградской области, кстати, там приезжает делегация, у нас состоялись с ними хорошие такие контакты, такие, вы знаете, ведется совместная поисковая работа, мы собираемся с ними продолжать эту работу в архивах с учеными Волгоградской области, из других регионов. Будучи в прошлом году на конференции, мы встречались там с теми людьми, которые, с ветеранами, которые из Азербайджана воевали под Малгобеком. Они бы присутствовали там, в Сталинграде. И там, мы знаем, была дивизия из азербайджанцев, грузинская дивизия защищала Малгобек. То есть эти связи у нас сегодня очень хорошо сохранились. И мы знаем, что ведется поисковая работа. Азербайджанская диаспора, которая сегодня у нас здесь проживает, то есть мы с ними контактируем в силу нашего Министерства национальной политики, где я работаю, мы работаем с нашими диаспорами, которые проживают в наших республиках. И азербайджанская диаспора, в частности, мне бы хотелось отметить, что ведет очень
очень большую плодотворную работу, они по розыску своих земляков, которые воевали под Малгобеком. И таким образом уже выявлено более 100 фамилий. Больше Установили, да, более 100 фамилий, которые погибли, защищая Малгобек. Эти фамилии, конечно, будут увековечены, внесены в памятник, то есть на обелиск в городе Малгобеке. То есть вот такие вот традиционные связи, я хочу сказать, мы защищали город Малгобек, то есть со всеми народами, проживающими на территории Советского Союза. Эти традиции у нас и сегодня остаются, мы их продолжаем. И, как говорится, общими усилиями будем достигать тех моментов, которые сегодня являются белыми пятнами в нашей истории. Я думаю, они все меньше и меньше будут. Вы знаете, спасибо большое. Мне кажется, что подтверждением тому, что какой вклад мы внесли в победу нашу, общую нашу победу великую, это и то, что установлен обелиск на Мамаевом кургане. Да? Ну вот к этому я как раз хотел подойти. Да. Я, собственно, знаю, что есть этот обелиск, и я хотел бы, чтобы мы об этом тоже поговорили. Да, кстати, там не так уж много обелисков, посвященных другим народам. Вот посвященный обелиск, посвященный нашему народу, там имеется. В прошлом году его открыли. И я хотел сказать, что Малгобекская земля до сих пор хранит очень много тайн, связанных с этим сражением под Малгобеком и в самом Малгобеке. Вот я помню, в детстве мы делали раскопки, находили уже истлевшие трупы, находили каски простреленные, находили оружие, которое уже, конечно, не было пригодно к применению. Поэтому, я думаю, вот эти поисковые бригады, поисковые отряды, которые могут быть созданы, они могли бы заняться вот как раз розыском или установлением тех, да неважно, это захватчики или наши, это теперь не имеет значения, тех, кто покоится в земле Ингушетии. Ильза, я хотел бы спросить вас, можете ли вы что-нибудь добавить по вопросу войны на Северном Кавказе? Вы знаете, здесь очень много и подробно говорилось, но я просто один такой аспект хочу уточнить. Дело в том, что фашисты, конечно, рвались к Малгобеку. Здесь была нефть, да? Нефть наша одна из самых лучших в мире, можно сказать. Об этом я отдельно хотел говорить даже, да. Наиболее качественная. Да. И поэтому, конечно же, здесь фашисты были заинтересованы в этом. И, как вот Тамара сказала, на самом деле много в истории Отечественной войны выдающихся битв, много кровопролитных битв, в которых участвовали огромное количество, войск и с той, и с другой стороны. В этом смысле Малгобекская оборонительная операция количеством воинов задействованных, она несколько уступает. Но здесь и театр военных действий был меньше. Но это была война за каждый клочок земли, понимаете? И эта вот битва, ее смело можно назвать решающей битвой в ходе Великой Отечественной войны. Малгобек? Малгобек, да. Потому что если бы взяли Малгобек, то неизвестно, как бы закончилась война. Понимаете? Если бы взяли Сталинград, то тоже фашисты перешли через Волгу, там уже эвакуированные заводы. Собственно, Сталинград стоит на 17 транспортных магистралях, понимаете? Дело не в том, что это был город Сталина, понимаете? Сталинград, да, понятное дело. Он вот такая вот здесь складывалась ситуация. И вот, как здесь правильно говорилось, население очень здорово поддерживало нашу армию. Здесь была такая вот... Вы знаете, я еще один хотела момент здесь отметить. Дело в том, что... до сих пор еще встречаются ученые, так называемые, я их так назову, но авторы, которые пытаются все-таки поставить под сомнение наш вклад в Великую Отечественную войну. Но если мы будем говорить даже чисто вот по такому формальному признаку, как только началась Великая Отечественная война, наши старики и наши религиозные авторитеты сразу объявили эту войну священной. Понимаете? Объявили газоват. По тем временам так. В 1942 году был собран небывалый урожай зерна. Понимаете? В 42-м. В 42-м. Это уже война началась. И, знаете, вложили все силы, население вложило. И опять же еще, вы знаете, когда мы говорим о Отечественной войне и о нашем вкладе, я сама за собой замечаю и замечаю за многими другими нашими историками, что мы
спорим с каким-то невидимым, понимаете, вот своим оппонентом. Вот какая-то такая, потому что мы привыкли, что фальсификаций наверное, много. Это из-за того, что... Мы доводы приводим. Видите, это не так было. Вот таких вот моментов было много. И вплоть до 1944 года, когда наша территория была, значит, собственно, мы были депортированы, все предприятия работали. Все предприятия, колхозы, совхозы, какие-то малые какие-то предприятия, там МТС, какие там были, понимаете? Все это работало. И говорить о том, что мы могли каким-то образом не поддержать свою армию, это просто невозможно. Вот такие вот вещи говорить. Я прошу прощения. Господа, наверное, всем сейчас хотел бы задать вопрос. Дело в том, что вот у меня есть информация, что немецкое командование разработало план «Шамиль», задача которого была организация националистических выступлений в тылу советских войск. Я хотел бы, чтобы мы с вами, что называется, обсудили вот именно эту тему, насколько было это и какая работа велась, кто что делал, потому что известно и понятно, что фашистам нужны были националистические разговоры, чтобы победить Северный Кавказ. И у них это не получилось. Расскажите, пожалуйста, что происходило, как это было? Знаете, план такой, конечно, был. Я хочу как раз вот опять же в опровержение этого такую вот вещь сказать. Дело в том, что когда началась война, вот у нас как раз представители этого поколения как раз, дело в том, что даже он-то был молодой, но даже участники гражданской войны, а гражданская война у нас на территории Северного Кавказа, она была, вы знаете, такой размах имела, и ингуши показали себя с самой-самой, как говорится, лучшей стороны. Даже Деникин говорил о том, что советскую власть, собственно, защитили ингуши. Много моментов, о них можно говорить отдельно. Это отдельная история. Да, это мы с вами, может быть, поговорим, да. Но дело в том, что партизаны гражданской войны, они создали свой партизанский отряд. Во главе стоял Хизир Ацханов. Хизир Ацханов – это, вы знаете, такая личность, которому нужно отдельный памятник поставить. Он полный георгиевский кавалер в годы Первой мировой войны. Он командовал всеми вооруженными силами Ингушетии и был самым доверенным лицом Серго Орджоникидзе в годы гражданской войны. Он себя показал с самой лучшей стороны и в годы Великой Отечественной войны. Здесь он говорил, что все, значит, участники этого партизанского отряда, они проходили боевую подготовку, собственно, переподготовка спустя 20 с чем-то лет, понимаете, получается так. Проходили эту переподготовку, они, значит, давали клятву, что они будут защищать нашу родину, понимаете? И вот получилось так, что они, собственно, этот партизанский отряд, конечно, уже люди были в возрасте, и их нельзя было, как-то командование не особенно-то желало их пускать вместе с действующей армией воевать. И поэтому для них была поставлена задача на случай, если вдруг значит, фашисты захватят эту территорию, чтобы они, значит, вели партизанские действия. Но фашисты не захватывали, понимаете? А старикам нужно было все-таки себя проявить. И они что делают? Они совершают рейды в тыл противника, совершают там диверсионные действия, берут языков. В общем, чего только они там не делают, показывая свое... И понимаете как? И неужели вот в этой обстановке молодежь могла поступить по-иному? Конечно. Могла, конечно. Вот пример стариков для нас в те времена, да и сегодня, понимаете, хотя немножко, политическая обстановка другая, да вообще какая-то морально-этические нормы у нас немножко меняются у всех, но вот к старикам у нас совершенно по-иному относятся. И старики, естественно, все шли за вот этими вот стариками. У нас и были вот, как вот у нас, уважаемый наш ветеран говорил, что истребительные отряды, которые отлавливали вот этих вот диверсантов, которые, значит, спускались, и, конечно, ни о чем... о том, что на территории Ингушетии могли действовать какие-то диверсионные отряды, я считаю, что вообще разговора быть не может. Может, кто-то добавит? Да. Дело в том, что вот в отношении диверсионных отрядов, конечно, если сказать, что их вообще не было на территории Ингушетии, это будет не совсем правильно. Диверсионные отряды были по всей территории Советского Союза. Подготовилось сильнейшее наступление, нужно было подготовить почву, были заброшены диверсионные отряды в горной местности, но
именно на территории Ингушетии диверсионных отрядов не было. И нет ни одного, я вас заверяю, ни одного документа, подтверждающего сотрудничество местного населения или сотрудничество ингушей с немцами. Спасибо большое. Я прошу прощения. Дело в том, что мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу, и буквально через некоторое время мы вернемся к нам в студию, чтобы продолжить разговор об вкладе ингушей в Великую Победу. Это «Ингушетия сегодня» с Дмитрием Шаблинским. Мы сегодня говорим о вкладе ингушского народа в победу в Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, а где воевали ингуши и как воевали они, что называется, на фронтах Великой Отечественной войны? Скажите. Я, значит, скажу то, что я чувствую, то, что я видел. Ингуши, когда началась первая в 1941 году, когда объявили, немец напал на ингушей, нет, на Россию. В таком авантюре. В первое время был договор с Союзом, да. А потом, значит, взял, напал и начал с Бреста наступление. И в то время, когда эта война, значит, объявили по радио, что началась война, все ингуши, который 60 лет был, которые с Арцханом Хызыром партизанили, завоевали советскую власть в Северном Кавказе, вот эти все партизаны как одни вышли. А от 17 до 52 года, которые не партизаны были, а которые жили, все вышли, значит, в военкомат и сказали: добровольно пойдем защищать Россию. Мы допустим, чтобы немец так это ворвался, такой авантюрой, значит, хочет завоевать. Мы ему накажем. Вот так и все ингуши, значит, пошли воевать, записались и пошли на фронт. Мы, значит, дети. Я, значит, тогда мне было 15 лет. Я, значит, так, старушки, женщины эти остались и начали работать. Для фронта, значит, все старухи носки вязали, там перчатки вязали, так и далее. И, значит, собирали кукурузу там туда-сюда, картошки все отправляли для фронта. И ни один, значит, старик у нас этот не был. Когда уже в 1942 году начал наступление через Малгобек сюда, все ингуши, старики, и мы дети, пошли, значит, от 13 лет дети, мы копали противотанковые ровы. Так, где пулеметные там огнеточки, значит, тоже ставили. И все, значит, весь население был готове, чтобы не допустить немцев, не пропустить Ингушетию. И ингуши вот так вот стояли. И, значит, когда, значит, уже нас веселять пришли НКВД народ, мы, значит, им помогали, потому что они говорили, что с фронта отдыхать пришли. И я собирал с собой поселка раненый и так далее, на лошади собирал, кто что может, помогали им. Вообще исторически известно, что ингуши это действительно достаточно храбрые, хорошие вояки. Я наслышан, что в Бресте был целый полк. Целый полк. Полк, да. Ингушский. Да, там очень известные, пока вот на сегодняшний день, сколько я знаю, две фигуры. Это вот как раз тот герой, о котором говорил наш старший, и Цичоев Халид, насколько я знаю, да, который тоже очень известен, который тоже воевал, защищая Брест. Очень долгое время они просто не допустили врага, даже к подступам Бреста. Но я хотел сказать другое. Дело в том, что наши представители нашего народа воевали практически на всех фронтах.
начиная вот с 41 года, прямо с Бреста, и до самого 44 года. Даже в 44 году вот я только хотел сказать, что даже в 44 году они меняли фамилии, да, чтобы быть на фронте, чтобы остаться на фронте. И более того, их покрывали, насколько я знаю, их руководство, их руководители, да, и их вот командиры действительно покрывали, потому что они за все время службы показали просто примеры доблести и храбрости. И вот мне хотелось бы сейчас вот привести такую аналогию тогдашнего духа, тогдашнего отношения к вот проблемам защиты, так скажем, своего Отечества и сегодняшнее. И сегодня на протяжении всего времени вот существования моего народа всегда этот народ был предан той земле, тому Отечеству, я имею в виду большую страну, в котором мы сегодня продолжаем жить, и жили, и живем. Нельзя сказать, что вот ингуши прям воевали, так скажем, лучше или хуже других. Да не бывает. Все, так не бывает. Да. Все народы воевали, все народы, представители всех народов Советского Союза воевали одинаково храбро и отважно. Поэтому... Простите, но вот как правильно сейчас Тамара говорила, есть некоторая вот червоточинка из-за того, что сослали в 1944 году, все время хочется оправдаться и сказать, да не за что было. Я думаю, что сегодня нам оправдаться не в чем, вообще не в чем оправдываться. Но об этом надо много но об этом говорить. Всегда надо помнить. Помнить и говорить помнить об этом. Нужно. И нужно для того помнить это прошлое, чтобы предвидеть свое будущее. Мне кажется, что вот то, что произошло с нами в 1944 году, нисколько не умаляет нашего вклада в эту великую победу. Нисколько. Нисколечко. И более того, мне кажется, что несмотря на все эти перипетии, на все эти невзгоды, на все эти вот тяжести, которые перенесли мы, включая ссылку, там, 13-летнюю ссылку и так далее, мы все-таки остались верны самому себе, во-первых, своей малой родине и нашей великой России. Тамара, вы что-то хотели сказать? Я буквально добавлю. Действительно, вот зацикливаться на том, что выслали в 1944 году, действительно нам не стоит, как Молдгарий Османович говорит, потому что мы не одни были такие. Да. Было всего 13 народностей, и довольно-таки люди, которые тоже несли весомый вклад в развитие и Советского Союза, и в исход Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, мне бы хотелось бы сказать, здесь действительно, как мы только что сказали, представители Ингушетии воевали на всех таких решающих сражениях Великой Отечественной войны. Это, вот как только что отметили, и Брест, которые первыми приняли на себя жесточайшие бои, которые происходили в самый первый день начала Великой Отечественной войны. Действительно, в тот момент, когда началась Великая Отечественная война, расчет был сделан так, что в гарнизон, который Брестской крепости, в то время половина состава гарнизона находилась на учении. И это все рассчитывая, практически немцы начали наступление. Командный состав тоже, естественно, был на учениях, но бои были жесточайшие, мы с вами знаем. И останавливаться, как вы говорите, это очень большая, серьезная тема. Но мы знаем, что там было около 100 человек от Чечено-Ингушетии. Именно в Брестской крепости. Это были в основном призваны накануне Великой Отечественной войны в рядовую армию, то есть как бы в 1939-1940 году. Вот. И защищали они действительно до последнего защитника Брестской крепости. И по каким-то нашим таким, знаете, исследовательским данным, но, может быть, не до конца установленным, документально подтвержденным, есть информация, как мы все знаем, да, что последним защитником был тоже Ингуш, Барханой, Матвей Артаганович, да, житель селения Яндери, уроженец нашей республики, действительно человек, который своим мужеством, примером удивил видавшие виды, как говорится, вот немцев. Они в честь него давали залпы. То есть человек, который, выйдя, вот очевидцы, даже его родственники, племянники к нам приходили как-то в министерство и говорили, что действительно, когда он уходил на фронт, говорит, у него не было ни одной волосинки белой, то есть потому что молодой был. А когда он вышел из каземата, говорят, у него волосы были совершенно белые. То есть из-за того, что они пережили вот во время этих боев, да, посидел совершенно человек. И действительно, он был полностью ослепшим.
этот Алматгирей Барханоев. И мы ему знаем, памятник сегодня стоит, да, дань памяти этому человеку все равно на родине дана. Помимо этого, я бы хотела сказать, в таких ключевых сражениях наши земляки воевали, как Сталинградская битва, Ленинградская, оборона Ленинграда, на Курской дуге. Сегодня тому подтверждением, слава богу, является то, что такая, знаете, активная такая позиция, активная работа нашего руководства. Я бы хотела даже отметить активная работа, деятельность и позиция нашего руководителя, нашего главы республики. Сегодня, буквально 2 года назад, поставлен обелиск, внесены имена защитников ингушской национальности на Пискаревском кладбище в Ленинграде, увековечены имена защитников ингушей. Помимо этого, в прошлом году поставлен на Мамаевом кургане на стене памяти внесены 88 фамилий представителей ингушской национальности, которые защищали Сталинград. И вот как Молдгарей Османович сказал, там стоит, вы знаете, честно говоря, я там в прошлом году была, и гордость переполняет, наверное, когда смотришь, видишь среди этих списков, миллионных списков, да, своих граждан, своих земляков, которых раньше не было. Это действительно должно отдать нашему руководству. И стоит отдельный обелиск защитникам от Ингушетии, защитникам Сталинграда от Ингушетии. Господа, скажите, пожалуйста, помимо Барханоева, кого-нибудь немцы хранили ли также с почестями? Вы знаете, такой информации у меня нет, хотя в повести писателя Васильева в списках не значится. Вот такой вот, как говорится, ну, пример приведен. Но, возможно, он как раз-таки описывает вот случай с Барханоевым, понимаете? Художественное произведение, оно допускает и художественные, как говорится, домыслы. Да? Вот. А что касается Барханоева, я хотела добавить вообще по Бресту, вы знаете, дело в том, что вот здесь вот такие вот данные есть. Брест вошел в состав СССР в 1939 году, это мы знаем, да? И вот после вхождения в состав СССР было 4 призыва довоенных, призывали в армию. И в течение этих призывов, например, из Малгобека в один из призывов было, у нас эти сведения есть, 39 человек. Тогда, на нашей территории Ингушетии тогда существовало 6 районов. Ну, конечно, механически вот так вот, вы знаете, умножать это нельзя. Но все-таки здесь такая ситуация, что если мы, как говорится, представим, что из этих районов тоже какое-то количество людей было, то здесь получается очень солидная цифра. Всех призывников с нашей территории отправляли в Брест. Брест – это такая территория, которая со всех сторон окружена. Вот эта Брестская крепость, она еще, как говорится, за много сотен лет имеет свою историю, как такая вот защитная такая вот цитадель, да. И вот она со всех сторон окружена лесами и болотами. Понимаете, это перешеек, через который шли все, значит, завоеватели. И вот получается так, что, зная это ведь не случайно туда отправляли наших представителей, зная, что они будут стоять до конца. Получается, ну, есть еще такие сведения, что из селения Верхней Очелуки, оно тогда было небольшим селением, было 20 человек. Понимаете как? Целые, по 35, по больше, значит, представителей было в отдельных полках ингушей. Ну, то есть они работали в разведке. Каждый род давал обязательно своего воина, и ни все одного, призывники и не были даже там, а поскольку призывали по всей территории, здесь вот такая вот ситуация. Я думаю, что это совершенно не случайно, понимаете как? Потому что, во-первых, ну, может быть, у меня немножечко, как говорится, из области фантазии, но мне кажется, не без основания, потому что у нас все-таки в горах эти наши башни, они тоже цитадель. Это тоже крепости, понимаете как? Которые нужно защищать до конца в случае необходимости. И у нашего народа, ну, в психологии это есть, что нельзя отступать. Вот это вот ситуация. Потом, вы знаете, когда о Бресте пишут, вот писатель Халид Ашаев специальную работу посвятил, там, вот как Молдгарей Османович говорил, об Халиде
Тичоеве. Сегодня как раз вот я его дочку видела. Она родилась после того, как отец ушел в армию, понимаете? И отец ее не видел. Она столько сил приложила для того, чтобы его доброе имя, как говорится, знал наш народ. Так вот, дело в том, что Халид Тичоев, есть разные сведения о том, как он погиб. Но у меня есть такие сведения о том, что он, за день до войны, вы знаете, летал фашистский самолет и разведчик. Он хотел его подстрелить. Но тогда самолеты ведь низко летали, понимаете? И он, значит, на него накинулись все и не дали ему выстрелить, потому что было запрещено, значит, провоцировать. А потом, в первый же день войны, когда фашисты стали бомбить всех, когда бежали женщины, дети из домов, где, значит, проживали вот эти вот офицеры наши, и фашистский самолет прям кружил над ними и расстреливал их, он не выдержал и уже, значит, нацелился и подстрелил этот самолет. И считает, что это первый самолет, который был сбит на территории Брестской крепости. Возможно, даже и первый самолет фашистский, который был сбит, понимаете, вот в этой войне. Да, или с земли хотя бы. Понимаете как? Я считаю, что этого человека как-то тоже нужно было его отметить. Был такой вот Азиев, была в Брестской крепости такая вот ситуация была, когда поняли, что она окружена, что, значит, помощи ждать неоткуда, решили все-таки прорвать. Там были ворота, там несколько рек, Маховец, Буг, я забыла, как он. Буг, да, южный, что ли, Буг. В общем, и вот через мост, значит, было решено прорваться через этот мост, и вот часть наших воинов, она должна была взять удар на себя, пулеметчики должны были идти впереди, понимаете, пробивая дорогу. Собственно, они знали, что они являются, смертниками, скажем так. Они зачищали дорогу. Вот среди них был вот этот вот наш земляк Азиев. Он погиб вот в таком вот месте. Много еще очень фамилий, они, значит, обозначены. И вот только в Ингушетии где-то, только мы знаем которых, понимаете? Там, значит, там около 90 или за 90, вот так вот. А что касается Умадгирея Бархануева, вы знаете, если вы разрешите, я здесь просто зачитаю цитату. Да, конечно. Вы знаете, дело в том, что когда уже крепость была взята, и когда уже считали, что уже, понимаете, воевать не с кем, а она держалась очень длительное время, и только в июле месяце она, значит, пала, и когда фашисты зашли в эту крепость, и вот описывает один из тех, кто, значит, в составе вот этой фашистской армии ходил и зачищал вот эти вот казематы, мы, говорит, ходили с автоматами и расстреливали оставшихся живых, значит, защитников Брестской крепости. Они, говорит, были явно с кавказскими лицами, эти люди. И вот когда они, значит, генерал построил этих солдат для награждения, и в это время, вот давайте, можно я тогда уже зачитаю. Вот. И вдруг в это самое время из подземных казематов крепости вышел высокий, подтянутый офицер Красной армии. Он ослеп от ранения и шел с вытянутой левой рукой. Правая его рука лежала на кобуре. Он был в рваной форме, но шел с гордо поднятой головой, двигаясь вдоль плаца. Дивизия стояла застыв. И видавший вида генерал вдруг четко отдал честь этому последнему защитнику Брестской крепости. За ним отдали честь все офицеры дивизии. А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас последние воинские почести. Но он не видел этих почестей. А если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни, выше смерти. Дойдя до воронки от снаряда, он повернулся лицом к западу, вынул из кобуры пистолет и выстрелил себе в висок. Он упал лицом к Германии. Вздох прошел по плацу. Мы стояли, это пишет эсэсовец, да, пораженные увиденным, пораженные мужеством этого человека. Он упал на спину, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие широко открытые глаза. Упал свободным, и после жизни смертью смерть поправ. И вот было приказано похоронить его со всеми воинскими почестями. А поскольку не знали, какого он вероисповедания, то поставили просто над ним столбик.
Потом, значит, по документам было выяснено, что он уроженец нашей республики, старший лейтенант Барханоев. Понимаете? Да. Вот эта ситуация. Но таких вот моментов еще в ходе защиты Брестской крепости было много. Рассказывает, что когда вот, значит, вечером, когда заканчивались вот эти вот бои, военные действия, то говорят, ну, мусульмане ведь наши, понимаете, во-первых, они объявили войну эту войну священной. И вы посмотрите, вот все-таки какое единство было в стране. На территории тогдашней Чечни и Ингушетии старики объявили войну священной. Да. Здесь, в Брестской крепости, люди, которые были оторваны, понимаете, от всего мира, от всей страны, они тоже войну объявили священной. Песня появилась «Священная война», понимаете как? И вот когда вечером значит, затихали бои, то люди, значит, перекликались и говорили, передавали друг другу, что вот такой-то, такой-то погиб. Казематы были, они как-то изолированы друг от друга. Передайте, если кто останется, родственникам. И вот на всю эту крепость звучала вот эта заупокойная молитва «Ясен». Говорят, фашисты боялись вот этого вот, понимаете, вот этой вот молитвы больше всего. Потому что это вот как бы крепость, которая должна была давным-давно пасть. Крепость, которая, понимаете, она уже знали, что там нет ни воды, нет ни продуктов, собственно, особо вооружений-то нет. И вот в это время, понимаете, эта крепость, она продолжает, понимаете, жить и продолжает, духовная вот эта сила этой крепости. Она их очень сильно, конечно, удивляла. Вы хотели что-то сказать? Да, Дмитрий, мне кажется, вот как-то немножечко обобщая то, что здесь сказано было, мне кажется, нам уже давно пора у нас в республике издать книгу памяти. Памяти тех, кто погиб, памяти тех, кто сегодня жив, слава Богу, восславляя тех, кто сегодня живет, восславляя тех, кто уже не вернется, указав поименно, вот как можно больше, собрать именно вот данные о тех, кто на самом деле воевал, кто пал на полях сражений, кто сегодня здравствует, чтобы они 100 лет еще здравствовали, понимаете? И издать эту книгу памяти для молодых людей, которые сегодня не чувствовали вот тяжести, и слава Богу, не чувствовали тяжести тех лишений, тех страданий, которые были тогда. Если мы это сделаем, то, наверное, для последующих поколений наших людей это будет очень нужная вещь. Я с вами согласен. И вы знаете, здесь, наверное, надо подвести итоги наших сегодняшнего голосования, хотя это даже не голосование, а это просто социологический опрос у нас получился. И действительно мы понимаем, что каждая семья, каждый тейп отдал для победы или своего представителя или свой труд. И здесь как бы двух мнений быть не может, это очевидно. Страшное слово «война» и прекрасное слово «победа». Очень мало, к сожалению, остается тех людей, которые переживали и пережили эту победу. Но мы каждый раз, видя их, снимаем шляпу, каждый раз преклоняемся перед ними. И в эти дни, в майские праздники, мы еще и еще раз хотим сказать спасибо вам большое за вашу великую победу. Спасибо вам за тот труд, который вы совершили, и за то, что мы сегодня можем планировать свою жизнь, можем строить свое будущее. Это все благодаря вашей победе. С праздником, великие и любимые ветераны! Господа, мы должны заканчивать нашу передачу, потому что время эфира подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас особенно за то, что вы рассказали сегодня об истории нашей земли, нашего народа и нашей великой победы. Я еще раз хотел бы обратиться и лично к Камбулату. Спасибо большое вам за то, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо за то, что вы рассказали о своих действиях, о своей жизни. Это будет хорошим примером для нас, для молодых, живущих ныне и будущих наших поколений. А на этом наша передача заканчивается. И я хочу сказать, молитесь и любите друг друга. Счастливо!